Здравствуйте, в студии Кристина Якупова. Предлагаем вашему вниманию брифинг по эпидобстановке. Узнаем, сколько человек заразились коронавирусом в Якутии за минувшие сутки и мерах против инфекции. Предлагаем послушать. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Какова эпидемиологическая ситуация у нас в регионе на сегодняшний день? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка республики сохраняет тенденцию к снижению выявленных новых случаев новой коронавирусной инфекции. Сегодня в целом по республике, в столице республики выявлено 120 новых случаев, 260 случаев в целом выявлено по республике. Сохраняется более напряженная, без тенденции к снижению обстановка в Мирнинском, Нерюнгринском, Алданском районе. И, к сожалению, остается сложная обстановка в Сунтарском и Алекминском районах, в которых на настоящий момент сегодня выявляется достаточно большое количество случаев, которые в большей степени связаны с группами заболеваний. В 14 районах республики фиксируется от 1 до 7 случаев новой зарегистрированной коронавирусной инфекции. Сегодня непосредственно есть определенная тенденция немного к снижению лиц в тяжелом состоянии. Сегодня в тяжелом состоянии находится 117 человек, из них на аппарате искусственной вентиляции легких 31 житель республики, независимо от того, как в городе Якутске, так и в районах республики в оборудованных реанимационных отделениях. Безусловно, в республике на настоящий момент продолжает медицинские организации осуществлять вакцинацию населения. Сегодня уже первую вакцину получили 65,5% от взрослого населения республики, но нужно обратить внимание, что для последней недели, вот именно этой недели, характерно небольшое снижение количества вакцинированных граждан. Вторую вакцину получили на настоящий момент 420 374 человека. И необходимо сегодня особое внимание обратить на ревакцинированных граждан 57 222 человека. Вы знаете, что из средств массовой информации стало известно о регистрации вакцины, которую возможно применять относительно детей соответствующего возраста. При этом необходимо обратить внимание, что, конечно же, законными представителями детей являются родителями, поэтому такое решение должно быть решением родителей в семье детей при вопросах, связанных с вакцинацией от новой коронавирусной инфекции. У нас на настоящий момент продолжается достаточно стабильная обстановка быть в Момском, Малайховском и Верхнеколымском улусах, в которых провакцинировано более 80% взрослого населения. Они уже приступают ко второму этапу собственной защиты, начинают наращивать объемы по ревакцинированию граждан. Близко к 80% к исполнению. Мы ждем исполнения на этой неделе в Нижнеколымском улусе, в Среднеколымском и в Жиганском улусе. И уже тогда в республике 6 северных улусов будут более защищены с точки зрения именно населения и, соответственно, в том числе и через сохранение жизни. Однако менее 57% взрослого населения провакцинировано в 3 районах нашей республики. Это про первый компонент идет речь: Кобяйский, Намский и Чурапчинский улусы. Несмотря на то, что определенного рода тенденция к увеличению количества вакцинированных есть, но достаточно стойко и без желания идет вакцинация, проводится вообще и работа по вакцинированию граждан в этих улусах. Поэтому хочется обратиться и к жителям этих улусов. В наших с вами руках и ваших, прежде всего, в целом здоровье граждан. Поэтому ждем на вакцинальных участках, а также на любых формах выездного вакцинирования населения. Вторую неделю мы живем в условиях измененного режима использования торговых центров, мест массового пребывания людей. Соответственно, мы начинаем уже постепенно привыкать к QR-кодам. И, соответственно, хотелось бы обратить внимание на то, что в целом по Российской Федерации это уже такой становится определенного рода нормой поведения для того, чтобы прежде всего не допускать или ограничивать контакты
людей, которые защищены от вакцины, и защищены от вируса, и которые не защищены от вируса, для того, чтобы не давать пробивать вот эти вот, значит, формирующийся коллективный иммунитет. Спасибо. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по эпидобстановке, а мы идем далее и переходим к выпуску новостей. И вот его главные темы. Научно-технологическое обеспечение стратегического развития арктической зоны обсудят в Якутске. Массовая вакцинация от гриппа и ОРВИ продолжается в регионе. Соревнования по северному многоборью пройдут в Якутске завтра. В них примут участие спортсмены из 4 районов и столицы республики. Глава Якутии выразил соболезнования близким погибших в Кузбассе. Накануне в шахте Листвяжная в Кемеровской области произошла авария. В шахте было 285 горняков, эвакуировали 239 человек. Авария унесла из жизни 57 человек, в том числе 6 спасателей. В Кузбассе объявлен 3-дневный траур с 26 по 28 ноября. В эти дни в регионе будут приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия и телепередачи. В республике продолжается вакцинация от гриппа. Это самый доступный и надежный способ профилактики данного вируса. Ее эффективность высока при своевременном проведении. Сделать прививку, вы защищаете свой организм от атаки наиболее опасных вирусов. Но остается еще более 200 видов штаммов, которые менее опасны для человека, но также могут явиться причиной заболевания ОРВИ. Поэтому в период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом рекомендуется принимать меры неспецифической профилактики. Вовремя проведенная вакцинация – это защита от тяжелых последствий гриппа. Предусмотрены выездные бригады, то есть неорганизованное детское население, то есть дети могут получить вакцину на дому. Также все люди старше 60 лет, они также вакцинируются на дому, то есть могут обратиться в поликлинику по месту прикрепления, к дежурному врачу или к терапевту и будут вакцинироваться на дому. Все остальные работающие, то есть население подлежит вакцинации именно на предприятиях. Также детские сады и школы тоже в прививочных своих кабинетах будут прививаться. То есть нужно только обратиться в поликлинику. Более 60% населения Тампонского района вакцинировано на сегодняшний день от коронавируса. В райцентре прививку можно получить в центральной поликлинике. Подробности у наших коллег. На днях в Тампонский район поступила новая партия препаратов «Спутник Ви» и «Спутник Лайт». Первый компонент вакцины получили 5600 человек, или 60% жителей. Второй – свыше 4800 человек, что составляет 51%. Ревакцинировано 639 человек. Всего вакцинированных по Тампонскому району 5591 человек. Ревакцинацию прошли 639 человек. В наличии недавно поступил «Спутник Лайт» 200 доз. И в наличии имеются такие вакцины, как Гам-Ковид-Вак, двухкомпонентный. 18 и 19 ноября в поликлинике поселка Хандыга проведена совместная акция районной больницы и оперштаба «Проверь свой иммунный статус на наличие антител против COVID-19». В эти дни каждый житель мог сдать анализ бесплатно. После открытия зимника такая акция будет дополнительно проведена для отдаленных поселений. Сделала вакцину 29 апреля. Сейчас у меня повторная ревакцинация. Пришла на ревакцинацию. Я делаю для того, чтобы не заразить других и не заразиться самой. Делайте вакцину, люди добрые. Сегодня в ковидном отделении райбольницы находится 6 пациентов, из них 3 в реанимации. Большая часть заболевших – люди старше 60 лет. Амбулаторное лечение проходит 25 человек, в том числе 13 детей. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Декада инвалидов стартовала в Вилюйском Улусе. Сегодня там на учете по инвалидности стоят 2138 жителей района, а в том числе 245 детей-инвалидов. Руководство района уделяет особое внимание людям с ограниченными возможностями здоровья. Так, в этом году, благодаря слаженной работе с частными медицинскими клиниками, проходят углубленные осмотры состояния здоровья. В основном у нас идут инвалиды города Вилюйска.
Из села у нас только 5 человек. Это близлежащие села. Ну, неплохо было бы охватить именно сельских инвалидов, у которых доступ к медицинской помощи все-таки ограничен по сравнению с жителями города Вилюйска. В столице региона проходит первое выездное научное заседание по вопросам научно-технологического обеспечения развития арктической зоны России с международным участием. В мероприятии принимают участие члены-корреспонденты Российской академии наук из Архангельска, Карелии и Москвы, а также ряд ученых из других субъектов страны в формате онлайн. Вопросы развития арктических зон являются актуальными не только для нашей страны, но и всего мира. Так, в рамках заседания будут рассмотрены другие немаловажные вопросы. По итогам этого заседания будут прописаны пожелания и рекомендации, а также конкретная программа по дальнейшему изучению Арктики и Севера. Нам необходимо объединять усилия для того, чтобы максимально полно развивать исследования в этой зоне страны, которая критически важна в целом для развития экономики, социальных условий жизни в Арктике. И мы нацеливаемся на целый спектр задач, в том числе, в частности, я буду сегодня говорить о развитии биотехнологий в арктической зоне, о добыче биоресурсов в Арктике. И здесь у нас очень много возможностей для взаимодействия. Надо не замыкаться в одном регионе, а действовать сообща и вместе. Это вопросы лесовосстановления, это вопросы, например, аквакультуры. Целый спектр задач – это, конечно же, работа по здоровью населения, по здоровьесбережению, по развитию социальных условий для жизни в Арктике. Это огромный спектр задач, по которым мы можем работать вместе и должны работать вместе. Вот это сегодня основная задача нашего заседания. Состязания северных многоборцев пройдут завтра в Якутске в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». В этом году соревнования проводятся по 3 дисциплинам – северный тройной прыжок, метание аркана и прыжки через нарты. Участники-спортсмены из Якутска, Нерюнгри, Чурапчинского, Булунского и Миконского районов. Все они прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Игры народов Севера – это сила, ловкость и выносливость мужчин. Национальные виды спорта являются неотъемлемой частью общей культуры народов Якутии. Наша многонациональная республика, как инициатор разных спортивных мероприятий, становится примером сохранения и уважения традиций, отметил глава Якутии Айсен Николаев. Оставайтесь на нашем телеканале, не переключайтесь.